Всем привет! Сегодня шоу-программа «Салам пополам». Самые главные звезды – это наши зрители, поэтому давайте узнаем их мнение о нашем мероприятии. Погнали! Наша тусовочка! Да. Расскажите, пожалуйста, как узнали о мероприятии? На самом деле в нашей компании есть такой классный парень, его зовут Макунин Рамиль, он один из организаторов, человечек наш любимый, который это все придумал и всех нас притянул. Вот. Мы таким образом здесь все оказались. И мы планируем сегодня много смеяться, и я надеюсь, шутки будут смешными. Какие у тебя любимые шутки? Такое что-то на грани, когда непонятно, что шутка, но вроде как и шутка, но вот это вот томительное ощущение, когда есть. Помогает ли юмор семье? Мне кажется, только благодаря юмору и выживаю во всей обстановке. Даже не то, что в семье. Если ты с позитивом, с юмором относишься к любому событию, оно как-то проще. Мир — это злое место. Важно не как ты бьешь, важно, как ты держишь удар. Я помню, как ты был размером своего. Помнишь Сильвестр Сталлоне? Да. Сегодня только слушал. Вот. Поэтому юмор — это очень важно. Хороший юмор — признак интеллекта. Вы все ждали этого, я знаю. Я сама пришла. Я сама все скажу. Да. Что вы хотели узнать? Я хочу узнать вообще, что ты сегодня будешь делать и как к тебе приставать. Как ко мне приставать? Да, нашим зрителям. Они пришли только ради тебя. Мы сегодня будем делать шоу. Что это будет, мы не прям сильно знаем, потому что половина из этого импровизация. Вот сидят ребята, которые тоже будут импровизационно шутить, общаться с нашими гостями, со зрителями. Как ко мне пристать? Можно просто подойти. Какова миссия данных мероприятий? Но я думаю, что мы, как артисты, комики, мы дарим радость людям, мы повышаем настроение. Наступило такое время, когда сыро, серо, все в каком-то унынии. Мы хотим немножко подарить свое тепло, свои шутки и любовь. Расскажите, пожалуйста, вообще часто ходите на такие мероприятия? Где узнаете о них? Мы сами студенты, приехали в Москву, тут 2 месяца всего. Вот, узнали, у меня друг узнал, что тут происходит мероприятие, и пришли вот так. Что ты ждешь от данного мероприятия, от сегодняшнего? Я хотел бы покушать вкусно, пообщаться с друзьями, просто провести время в хорошей компании. Ты часто выступаешь. Скажи, пожалуйста, что порекомендуешь нашей молодежи, как не стесняться выступать перед публикой? Честно, я не знаю секрета, меня в 1 классе поставили ведущим, поэтому для меня это так же естественно выступать, как, допустим, кушать. Наверное, все-таки практика. То есть даже если ты боишься выступать, чем больше ты выступаешь, тем меньше вот этот страх. Этот страх уходит. Любое действие, там, где страшно, там твой рост. Да. Там, где страшно, идешь туда, растешь над собой, и тогда все получится. Наверное, только так. Потому что только от теории лишь толку ноль, если ты на практике это не проявляешься. То есть нужно быть теоретиком чуть-чуть, а практиком по максимуму. Ну, в наших реалиях, в наших условиях, с учетом того, что информационный век, все очень быстро меняется, надо делать, пробовать, и что-то да получится. Вот такие мероприятия, они сплочают нашу молодежь? И для чего они создаются? Разумеется, сплочают. Благодаря штабу «Татар» я сам женился. Нужно демографическую ситуацию поднимать, чтобы люди сплочались, женились. Для меня самое главное, для чего штаб «Татар», это чтобы люди заводили семьи. Все остальное это так, это между делом. Заводите семьи, женитесь, не разводитесь, много-много детишек, демографию поднимаем, вот. По моему мнению, основная задача штаба «Татар» — это объединение людей не так, чтобы тупо ради компании так потусить, а именно, чтобы семьи создавались. Вот я живой тому пример. Как давно ты ходишь на такие мероприятия? Меньше года я пришел первый раз 11 марта или апреля, я не помню. Нашел ли ты здесь друзей, родственников? Да, вот друг мой сидит, Как его зовут? Камиль. Скажи, пожалуйста, какие у тебя напутственные слова будут для нашей молодежи? Для тех, кто хочет выступать на сцене и не бояться, допустим. Какие у тебя советы? Классический совет – это же идти в страх. То есть если страшно, то иди в страх и делай. И в любом случае выступление – это наработка опыта. Чем больше ты выступаешь, чем больше ты показываешь себя, тем лучше у тебя это получается. Что касается мероприятия. А так для татарской молодежи сообщества – это в каждую тусовку вливаться, в каждом мероприятии участвовать. Организаторов много, и Гульнар Яруллина кучу всего организовывает, и рахатовцы, и Тимур Хабибуллин, и у меня на танцах. Камиль постоянно устраивает страйкбольные бои татарские.
Вот, то есть вливаться во все. На самом деле, красавчики, ребята, продолжайте в том же духе, мы будем обязательно приходить. 490 рублей не зря потратили. Ну, так живо, весело, прикольно, как-то по-домашнему. Какие пожелания будут к следующему шоу для организаторов? В первой части звук был так себе, поэтому над звуком последить. Я даже немножко устал в первой части. Ну да, вот это какой-то свободный стендаповский формат, он поприкольнее. Когда нет рамок, когда шутят то, что идет. Прикольно. Хорошо, каких звезд хотелось бы еще в новом шоу увидеть? Ну, Пугачеву, Киркорову можно, если придут. Девочки, привет! Как настроение? Как шоу? Рассказывай. Отлично, мне очень понравилось. Я первый раз была вот на стендапе. Что больше всего понравилось и запомнилось? Как гости рассказывали свои истории, и стендаперы добивали их шутками своими. Мне понравилась сфера, она очень классная, и конец, когда она сказала «Казах, давай обнимемся», это было нечто. Шоу классно прошло. Немножко была заминочка в начале, конечно, с Дамилом, с гостем, но это техническая проблема. Мы резко ее исправили, и просто сферой было все круто, классно, зажигательно, интересно. Кстати, новый формат, новый проект. Очень. Вот. Ребятам всем понравилось, но ждут новых гостей. Может быть, ты приоткроешь завесу? Кто будут следующие гости? Именно всю завесу приоткрывать не буду, но скажу, это будут не только татарские гости, будут гости и большого шоу-бизнеса. Я обещаю, что будет очень интересно, классно и не только татары. Делают татары, но делают это для всех. Вот так. А какая миссия у данного шоу? Показать людям что-то новое, рассказать людям о людях, об известных людях, как-то прорекламировать, пробустить, в общем, создать новое течение, новое дыхание. Вот так. Хочется как-то, чтобы людям было интересно не только просто посещать какие-то мероприятия, какие-то нестандартные, неформатные, такие, больше отходящие от шаблонов, которые просто взрывают шаблоны, взрывают голову, и в то же время, чтобы это им нравилось. Вот хочется все собрать это в одно. Как-то стараемся так. Может быть, какие-то пожелания будут для организаторов? Слушайте звук, обязательно проверяйте в начале всего мероприятия. Звук это прям многое решает. Такое только пожелание. А так, в принципе, вечеринка вообще прям классная. А как тебе заведение, как тебе кухня, персонал? Супер, без каких-либо нареканий. Официанты вообще на веселе быстренько все организовали, заказ приняли, управляющий шикарный. Ну, в общем, все шикарно. Сегодня вечер, в принципе, такой вкусный, нам все понравилось. Спасибо. Какие будут у вас пожелания на будущее шоу? Ну, чтобы как бы не было проблем со звуком. Просто ужасно все фонило, и шутки мы не слышали, потому что мы были сзади. Дамил, пользуясь случаем, передай, пожалуйста, привет штабу татар и башкир Москвы. Передаю пламенный салям штабу татар, штабу башкир Москвы, города Москвы. Всех крепко обнимаю и скажу напоследок свою любимую фразу «Бисбулдарабас». Увидимся в октагоне. Подписывайтесь на канал, Ставим лайки. ставим реакции, друзья, и следим за новыми выпусками «Салам пополам».